Так. Короче, этой лестнице уже немало лет. И с опаской надо уже подниматься на избушку по этой лестнице. Он уже, думаю, уже не слабоватый. И я решил сделать новую лестницу перед тем, как я залезу на крышу. Рисковать не буду. Не поленюсь, по-быстрому сделаю вторую лестницу. Привязу вот такой горбыль. Вот такой горбыль. И с этой горбыли там быстренько приколочу вот эти горбыли на эти колья. И ништяк будет лестница. А там уже пойдем на крышу посмотрим. И я и смотрю, как-то крыша такая, ну, выпухлая стала посередине. А сейчас я глянул вот в этот. Фу, так, видно, не видно. Так, надеюсь, видно. Вон, смотрите, ребята, я как понял, доски от крыши висят на кирпиче, на кирпичах. Короче, крыша осела немножко. Вот здесь вот такое бревно лежит. На нем уже вот такие бревна. Как же, ну, шлега я скучаю многоса. И сюда надо было ставить мне упор такой маленький, что я не знаю, или был упор, да, может я убрал или сам как-то свалилось, потому что когда снег давит на упор, а весной снег уходит и крыша обратно чуть-чуть отдачу дает. И в тот момент такие упоры могут упасть. Но может быть и вообще не было, я не помню. Я сейчас туда еще не поднимался. Самое главное, что этого упора нету и крыша сидит у меня на трубе печном. Короче, разбирать. Там что-то надо придумывать. Это будем делать. Так, но сначала я сделаю по-быстрому лестницу. Такие дела. Тулан со мной. Сын у меня пошел на рыбалку, а он, ну как и айда, возле меня. Только никуда не уходит. Это хорошо тоже. Ладно, сейчас будем работать. Так. Безопасность прежде всего. Главное не полениться и так, раз, два. Вот примерно все делаю так. Красота здесь не нужна. Красоты здесь не надо. Главное, чтобы
подняться, спуститься без опаски. И все нормально будет. Так, раз, два. Сперва по одному гвоздю, а там уже дополнительно еще по 2 гвозди, 4 гвозди на доску идет. Так, все криво. Так, все криво, но ничего. Раз, два. Все криво. Все криво. Так. Сегодня ветра вообще нету. И скоро, наверное, гроза начнется. Скоро начнется гроза. Это стопудово. Стопудово, ребята. Придется там спилить. Раз, два. Не помешает там сотку. Прибить лучше. Ну и последний нам. Может еще один добавлю, потому что высокая крыша. Так. В принципе одинаково. Все здорово. Но еще не помешает. Одну сделаю, пускай будет. Пускай будет. Так. Сотка, наверное, прибью сотку. Раз, два. Ну вот. И еще по 2 гвозди на каждый еще прибью. И будет вообще класс. Лишнее спилю. И будет лестница на скорую руку. И прослужит тоже. Там, если без надобности я каждый день туда лезть не буду. Там, скажем, если трубу прочистить или еще что-то. Или снег убрать. А что там делать на крыше? Делать там нечего. Так, все, ништяк, работаем. Та-да-да. Так. Да, вес
Лес приличный получилось. Но эти деревья сырые. Но зато надежная лестница. О, даже удочка, ребята. Самая уловистая удочка. Вот она, родимая. Это не какой-нибудь китайский этот. А этим-то уже хариуса, окуня, всех можно ловить на такие удочки. Классные удочки вообще. И держим под шифером так. Под шифером. Под шифер так ложишь, и она там в сухом месте. Дождь не попадает, не гниет. В общем, как поняли вы. Вот так можно спрятать. О. И на зиму можно так. Чик. Если крыша ровная, а там не гнется ничего, и сухость, и вообще класс. Деревенский этот хранение удочки, это все знают. Вот такие дела. Так. Что тут? Ну что тут? Скрытие сейчас покажет. Фу, блин. Ну что за поляна? Ну о чем я говорил. Вот здесь стойка была, вон. Стойка вон оттуда отлетела. Надо гвоздям тоже прибить обязательно. Из-за того и крыша у меня села на трубу. Из-за этой стойки отлетела стойка. Так, сейчас, ребята. Так, вот тут такого удивительного ничего нету. Так, блин. Стойку надо обратно поставить на места. Так, блин, вот птиные чучела. Чучела у меня везде. На деревьях раньше были. На деревьях. Косачи висели. На озерах утки сидели. Везде у меня чучела были. Сейчас я распустился насчет охоты. Ленюсь. Тут тоже сапоги. Сапоги, калоши, можно сказать. Что они тут делают. Так, тут бала. Здесь я когда-то норки там ловил там на эти балы. Сушил на этих балах. Все лежит. Там тоже бала на андатру. Вот. Кладовая, о чем я говорил. Здесь кладовая. Скрывали тоже уже не раз. Нехорошие люди, блин, редиски всякие ходят тоже. Ну, обычно доскам прибито. Тут такого серьезного ничего не оставляю, а на пару ночей там еда и там лопата, топор. Но все равно вскрывают, там, наверное, ищут нелегальное оружие, может, или еще какие-то боеприпасы. А 90-е скрывали там, ну там бардак было, и вскрывали там, искали еду, все подряд воровали, все. Ничего невозможно было что-то оставлять. А до 90-х, конечно, так, спуститься, о, блядь. А до 90-х, конечно, у нас все подряд оставляли в избушках, все подряд. Ничего не прятали. Там в полках, на полках. Ну, вроде как сейчас эти времена сейчас тоже, ну, настали. Сейчас более-менее все оставляют тоже. Еду оставляют. Но не знаю, в каких районах, регионах других. Но у нас, я именно о своих говорю. Оставляют все вещи и возле села моторки оставляют. Как бы доверие, как бы сейчас опять начали доверять друг другу.
Но есть такие все равно, кто кому-то что-то не хватает и воруют. Это было и будет. Вот так. Так, наверное, сейчас сперва трубу сниму, а там уже после того оттуда я посмотрю, что к чему, и наверное, шифер снять. Ну, в общем, все, съемку я пока прекращаю, я буду работать, ребят. А там уже результат я покажу и расскажу, что и как сделал. Так, вижу свет туннели. Опа. Разобрали. Так. Разобрали мы здесь. Лишнее скинули оттуда сверху. И снял трубу. Снял трубу. Сейчас возьму пилу. И там, конечно, цепь. Жалко. Цепь новая. А там придется пилить. Там, наверное, жесть еще попадет, блин, под цепь. Вот такой с уверенностью по новой лестнице, уже не боясь. Опа. Вот так поднимаешься. А если у тебя лестница гнилая, это гибель. Это гибель, ребята. Вот так. Все, мы на крыше. Вот такой вид сейчас с крыши у нас. Непонятно, где идти. Все разобрал. Шифера тут старые тоже у меня. Новых ничего нету нового. Мы же в России живем, где у нас богатство. Так, ну что. Вот так. Блин, нижняя доска вот тоже слишком близко, но где-то сантиметров на 3 придется спилить. Блин, как же быть-то? Это я спилю, это нормально, здесь спилю. Осторожно как-нибудь наспилю. А вот снизу там тоже доски. Доски рядом, недалеко. Это пожароопасно потом будет. Буквально 5 сантиметров, и там уже доска, конец доски. Фиговое дело. Если снять все эти доски, надо рубероид снимать, чтобы подобраться-то к той доске. Не знаю даже, что и делать. Вот так. Эти кирпичи крепко стоят, я их трогать не буду. Труба вот стоит на этих кирпичах, и круговые еще для безопасности кирпичи вставляем на раствор. Сейчас слепит солнце, ни хрена не видно тут. Так, ладно, сперва здесь я спилю, а потом уже дальше будем думать. Сижу в теньке. Сюда солнце меньше попадает. Держит эта береза. Вон там. Ковыряюсь. Так, трубу поставил. Не знаю, ровно нет. В принципе, если посмотреть, вроде как ровно стоит. Ну, еще подправлю. Конечно, уровнем не буду там вставлять, но вроде как все получается, ребята. Жесть привьет хорошо. Еще сверху жестью прикрою, аккуратно все сделаю. Ножницы по металлу у меня есть. Подгоню все это дело. Не спеша буду делать. И закрою. Надо было бы еще кусок рубероида, но не знаю, здесь есть, нет у меня. В принципе, шифером все закрою. Все закроется. И все будет нормально. Надо бы диаметр еще этот. Если так, сейчас покажу, как я все это сделал.
аккуратно надо ходить, чтобы шифер не сломать. Ну, расширил, конечно, капитально. Чуть-чуть надо было. Но ничего страшного, у меня есть метод, как его. Ой, кусок жести. Чуть-чуть, наверное, еще в ту сторону надо. Да. Видно, что немножко косо стоит. Но конец трубы там неровный и неровно стоит. Но надо подложить что-то под трубу. И все будет ровно. Ну да, все нормально получится. И так, вот здесь жестем прикрою. Сперва снизу, потом сверху. И рубероидом закрою, все закрою. Все ништяк будет. Так что работа идет у нас. Работа идет. Работа кипит. Попраться труба сегодня. Вот отсюда какая красота. У меня пары, чтобы на солнце не попадало, надо убрать туда. Бардак у меня тут работал. И вот с прошлого похода у меня вот такой сенокос был. Здесь я вот этот участок я скосил, вон как. И вот такой с высоты вон. Как будто снимаю с квадрокоптера. Вот так вот. Ну, сегодня жарит, блин. Вообще ветра нету. Чуть-чуть только листья шевелятся, но немножко так. Вообще жара. Последние дни лета, наверное. А жарит, потом как погода поменяется в худшую сторону. Все уже. Уже не вернуть теплые дни. Мало остается. И уже ночи так темнеют уже. Видно, чувствуется, что уже темнеют. Ну, сейчас я спущусь еще за жестью и заодно со стороны посмотрю, как там труба стоит. А за каждым миллиметром, 5 миллиметров я гнаться не буду. Нормально стоит. Главное, чтобы дым выходило и все нормально. Так, я сейчас схожу за жестью. Жесть. Придется, наверное, сына подождать, чтобы вместе обратно шифера поставить. Потому что я кое-как я вытащил, а обратно под шифер там вставлять хреново вообще. В одиночку. Но когда никого нету, вообще работа кипит. Ни на кого когда надеяться. Вообще вдвойне работа быстрее идет. А когда есть на кого надеяться, то уже ждешь помощи. Это я люблю. Я все делаю в одиночку. Стараюсь делать в одиночку. О, бродит. То к речке сходит, то там, то в лес ходит. Гуляет пацанчик. Тула! У него там хлеб. Кладовая. Тула. Бродит. Это, ребята, западно-сибирская лайка. Волчья кровь течет в нем. Из предков, из сколько поколений уже там. А, Тула? Тула. Хвост такой малюсенький, когда щенок был. Малюсенький такой был, а сейчас такой пушистый, красивый. Ой, не знаю, как там с клещами дела. Не знаю. Но не было такого случая, что в нашей стороне здесь клещи попадались. А вот сейчас 2 случая в Лымве. Река Лымва, кто вот ходит, но все равно из подписчиков кто-то и ходит по нашим рекам и знает, что такая река Лымва и деревня Лымва. И в той стороне сейчас уже 2 случая было вот, укусов клещей. Один с Кистовки, а второй от больницы там недалеко тоже приходил ко мне знакомый и показывал даже вот где-то в плече, говорит, посмотрел в зеркало, что-то, говорит, лишнее, вот мешает, посмотрел, не вижу, а потом очки взял, говорит, что-то шевелится. Сходили в больницу и вытащили в больнице. Там жало, ничего не осталось, там, говорит, пустой еще был, там вытащили и мешок, говорит, пустой, не успел еще кровь высосать. Такие дела. 2 случая в Нившере. Это уже
редко, очень редко, но не думал, что вот и тулан у меня вот шарится там, тайгу опять зашел. Видно, ходит там. Будем надеяться, что здесь нету. И напишите мне в комментариях, вот кто с клещами более знает больше. Там, не люблю я читать где-то вот про много читать, а если вкратце напишите вот до какого периода клещи, скажем, вот могут быть, скажем, осенью, вот в августе, в сентябре, до какого месяца они в жару любят или в дождливую погоду там нападают нет, на человека, ну, кусают нет, или в дождливую погоду они прячутся. Я этого ничего не знаю, вообще ноль в этом деле с клещами. Потому что у нас этого насекомого вообще не было в жизни никогда. И не знаем, как себя предохранить от этих клещей. Энцефалитная одежда надо или что там. Но раз укусит или... Ну, я в армии там был случай, когда я видел эти клещи. Он собак кусал там, вот как кончик пальца там вот такой мешок такой у него. Она на спине где-то была. И у лейтенанта еще, вот не помню, под мышкой или наверное, где-то у него. Но у него малюсенький такой клещ был, малюсенький. Но у меня еще, я видел это перед глазами, я помню хорошо. 95-й год был, ребят. Так, и было, наверное, так. Начало апреля, наверное, было. Да, это дело. Начало апреля 95-й года. Опять болтаю, не работаю. Не хотел вот до конца работы ничего говорить, а. Ну, все делается ради вас, подписчики. Кто смотрит, вот именно кто смотрит. Есть такие подписчики, которые смотрят, а некоторые так заходят. Ну, кому что нравится. Вот. Лично я вот так снимаю в таком, чтобы монтировать с музыкой или еще, ну, лишняя работа и все естественно, то и показываю. Ну, вот, все естественное. Никакие эффекты я не добавляю, никакую музыку. Да и бывает, там пару фильмов добавлял, когда я ехал на лодке, добавил музыку. И как начали комментарии, зачем музыка есть, надо звук природы. Вообще не знаю, как угодить людям. Всем не угодишь. Думал уже комментарии выключить. Без комментариев видео выкладывать и все. Вот так. А про клещей, если можно, напишите. До какого периода они кусают людей, чего они боятся, чего нам опасаться, где ходить, где вот именно вот такие, ну, вкратце. Не люблю я такие тексты читать. Буквально там 2 предложения прочитаю. Я видео люблю смотреть, там, слушать люблю аудиозаписи, но читать со школы вообще никогда не любил и не буду любить чтение. Все равно я читаю, там строки у меня перед глазами идут, а в голове свои мысли. И эти мысли я не могу вот оставить на, скажем, час, когда ты читаешь книгу. Все время о своем думаю. Вот так вот. Не выключается голова, чтобы отдохнуть от своих мыслей. Даже хорошо, когда ты читаешь и вникаешь в эту книгу, там запоминаешь некоторые моменты. Читать тоже надо. Я своим сыновьям тоже много раз уже говорю, читайте, но они пошли в меня, наверное, не любят тоже. Старший более-менее еще ты увидишь с книгой, читает, а младший Никиту многие знают. Он не любит читать. Сейчас в баню зайдет, наверное, мыться хочет. План. Так, надо сходить за жестью и работать дальше. Подправим еще трубу чуть-чуть. Проволоку надо поднять и блин. Как же... Жесть, да. Забыл.